На заседании Сухумского городского собрания присутствовал мэр столицы Беслан Ишва. Он рассказал депутатам о планах администрации города по изменению схемы движения автотранспорта на некоторых загруженных улицах Сухума. Это касается в первую очередь улицы Званба и Академика Мара. По словам начальника департамента по управлению транспортом и организации движения, все решения согласованы с ГАИ. С улицы Академика Мара от Лакоба по направлению к улице Ардзимба предлагается быть односторонним движением во избежание заторов и плохого прохождения автотранспорта. Также, мы планируем одностороннее движение создать на улице Званба от проспекта Мира по направлению к улице Лакоба. Также во избежание заторов по этим улицам. Учитывая, что по улице Званба стоит третий корпус Кабмина и очень большое количество машин, подъезжающих к этому корпусу, очень серьезный и большой затор организуется на этом участке. Также до лета планируется изменить схему движения по набережной в районе гостиницы «Леон». Предлагается продлить пешеходную зону до спортивного комплекса имени Сергея Багапши. От бульвара до вот этого перекрестка перед спортивной школой должен быть закрыт. И он тогда будет работать вчистую, у нас прекрасная бульварная зона. У нас остается движение вокруг спортзала «Спартак», учитывая, что там посещают детские спортивные школы, там и школа самбо, там и баскетбольные, мы не можем создавать препятствия для того, чтобы был доступ, подъезд к этой спортшколе. А отсюда уже, начиная от гостиницы «Леон», дальше по направлению к набережных Махаджиров, перекрыть движение и создать его, просто продлить пешеходное движение. Жители этих улиц смогут заехать к себе домой, остальным въезд будет закрыт. Машины можно будет ставить в близлежащих улицах, которые будут приведены в порядок. Люди все равно хотят попасть на берег, если мы им закроем там, во-первых, это будет неудобно, это будет, когда будет разметка, и мы даст возможности там приведем в порядок эту улицу, сделаем разметку и постараемся к сезону, 1 июня, уложиться. Угол улицы Ардзимба и Воронова всегда остается опасной зоной. Здесь часто происходят аварии. Во избежание этого планируется запретить заезд со стороны улицы Ардзимба. Мэр Сухума также проинформировал, что в этом году планируется завершить реконструкцию парка имени Тараса Шамба, который известен как «Сказка». Ограждение со стороны проспекта Аяйра будет снято. Тоже хотим, чтобы вы нас поддержали в этом плане. Мы хотим организовать круговое движение на этом большом квартале и закрыть движение со стороны улицы Ардзимба, поворот налево на Воронова, и, разумеется, самого Воронова, сквозной проезд вниз в продолжение этого квартала. Также на заседании интересовались судьбой телеграфных столбов индоевропейской телеграфной связи. Они сейчас складированы на территории благоустройства. Беслан Ишва проинформировал, что есть 2 проекта, предложенные компаниями сотовой связи «Аквафон» и «Амобайл», по которым они готовы провести реконструкцию 150-летних столбов. У нас есть 2 предложения от Амобайл и от Аквафона, где они готовы поддержать нас, полностью провести полную реконструкцию. И нам предлагают выбрать улицу, где можно было бы это даже использовать потом как экскурсионный маршрут для посетителей нашего города и оказать поддержку, и так их выставить, и может быть, исторические памятники. На заседании депутаты Горсобрания подняли вопросы о сроках асфальтирования улиц в Сухуме, где проводятся ремонтные работы по замене коммуникационных сетей по инвестпрограмме. Беслан Ишва отметил, что в администрации тоже обеспокоены состоянием дорог, но есть определенные сроки, когда можно будет укладывать асфальт после таких масштабных работ. Когда нам специалисты объяснили, что эта земля должна утрамбоваться, если сейчас мы что-то там начнем делать, то может прогнуться грунт и повредить трубы. Это время нужное и необходимое. Решение есть по ливневкам. Где-то за апрель месяц они эту работу завершат. И сразу у ливневок нету такой глубины, как вы знаете, как было здесь. Здесь, серьезно, до 6 метров в некоторых местах доходило. Поэтому, как только сделают ливневку, у них уже деньги есть на асфальт, на все. Я практически убежден, что до лета мы все это дело закончим. Мадина Абганба, Давид Авицба, пресс-служба администрации города Сухум.